Сегодня день участкового терапевта. Этот профессиональный праздник отмечают врачи, с которыми каждый человек взаимодействует в течение своей жизни, причем начиная с раннего возраста. Именно терапевты приходят на дом по вызову, выясняя причины недуга больного и определив характер заболевания, принимают решения. Помощь или консультация какого из врачей-специалистов потребуется в каждом конкретном случае. Все те же ОРВИ, простудные заболевания, обострение хронических недугов диагностируются и лечатся врачами-терапевтами, либо больной передается на лечение врачу-специалисту определенного профиля, хирургу, невропатологу и так далее. День участкового терапевта врачи встречают на рабочем месте, принимая поздравления от коллег и своих пациентов. Ингушетия заняла третье место в стране по росту цен на частные дома. С начала года цены на частные дома в Ингушетии выросли на 14%, что поставило республику на третье место в России по этому показателю. Лидирует по росту цен Алтай 28% и Кемеровская область 20%. В других регионах Северного Кавказа также наблюдается рост цен, но в меньших масштабах. Эксперты отмечают, что рост цен на частные дома замедляется и даже снизился на 1% за третий квартал 2024 года. Проект «Служба спасения» продолжает свою активную работу, проводя очередное мероприятие по обучению навыкам оказания помощи пострадавшим. В этот раз мастер-классы прошли в Сунжинской школе, где юные активисты движения первых получили уникальную возможность обучаться у профессионалов, в том числе сотрудников МЧС. Во время мероприятия школьникам наглядно показали, как правильно действовать в различных чрезвычайных ситуациях. Ребята не только узнали теоретические основы, но и получили возможность на практике отработать навыки оказания первой помощи. Минздрав России планирует расширить программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на следующий год. В частности, предполагается, что 32% женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет пройдут оценку репродуктивного здоровья. Ценам на сливочное масло в России может понадобиться государственное регулирование. По данным Росстата, за август и сентябрь они выросли на 7,9%, а с начала года почти на 18%. На ситуацию обратили внимание в Госдуме, где просят власти вмешаться в ситуацию. В ФАС сообщили, что уже проводят анализ обоснованности повышения оптово-отпускной стоимости этого товара. По данным службы, причиной подорожания стал рост себестоимости его производства, в том числе вследствие увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров. Служба организовала работу по заключению на региональном уровне долгосрочных соглашений с бизнесом. Участники рынка, в свою очередь, говорят о более существенном росте цен на масло с начала года. При этом фиксацию стоимости продукции считают избыточной мерой. В Екатеринбурге проходит 11-я международная специализированная выставка «Дорога-2024». Это масштабное мероприятие проводится традиционно в преддверии Дня работников дорожного хозяйства при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Федерального дорожного агентства. Среди участников съезда представители органов власти, науки и бизнеса, производители техники, материалов и оборудования, ключевые эксперты дорожного хозяйства. От Ингушетии в мероприятии принимает участие заместитель министра автомобильных дорог республики Ахмед Арчаков. С 15 по 17 октября проходят тематические конференции, семинары, презентации крупнейших отраслевых компаний. В числе главных тем дискуссии – внедрение технологий информационного моделирования, эффективные решения при строительстве дорог и мостов, предварительные итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».